Сразу, говорит, табличка, протокол. Чуть раньше, что ли? Ну ладно, начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим внеплановое заседание комиссии, на котором рассмотрим вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей. Коллеги, пожары, возникающие на объектах с массовым или круглосуточным пребыванием людей, обретают резкую социальную окраску. 22 мая в Центральной районной больнице Зеленодольска произошел такой же пожар. В результате пожара пострадало, 3 из них погибло. У нас в республике такие пожары редки, но все же периодически возникают. Это и горение фасада гостиницы «Ривьера», пожары в торговых комплексах «Новая Тура», «Адмирал». С докладом о состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей слово предоставляется заместителю начальника Главного управления МЧС по Республике Татарстан Сергею Валентиновичу Сергееву. Пожалуйста. С 2015 по 2019 год на объектах здравоохранения произошел 651 пожар, на которых погибло 30 человек, получили травмы различной степени тяжести, 71 человек, материальный ущерб от пожаров составил более 128 миллионов рублей. Распределение количества пожаров и их последствий по годам можно наблюдать на слайде. Основными причинами явились нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов 347 пожаров, что является 53% от общего количества пожаров. Неосторожное обращение с огнем 156 пожаров, это 24%. И умышленное уничтожение чужого имущества, поджог 69 пожаров, 11%. Обстановка с пожарами и их последствиями в лечебных, образовательных и учреждений социальной защиты Республики Татарстан с круглосуточным пребыванием людей за последние 5 лет на территории Республики Татарстан складывается следующим образом. Произошло 11 пожаров. На пожарах погибших и травмированных не допущено. Материальный ущерб от пожаров составил 1,7 миллионов рублей. Распределение количества пожаров по ведомствам указано на слайде. Основными причинами явились это поджог 3 пожара, 27%, неосторожное обращение с огнем 2 пожара, нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ 2 пожара, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования бытовых приборов 2 пожара. В текущем году в лечебных учреждениях Российской Федерации произошло 58 пожаров, на которых погибло 11 человек. В мае произошло 3 резонансных пожара. Значимых это в больницах Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте в городе Санкт-Петербург с гибелью 5 пациентов, городской клинической больнице имени Спаса Кукотского в городе Москве с гибелью 1 пациента. Ну и 3-й пожар, к сожалению, произошел 22 мая 2020 года в Зеленодольской центральной районной больнице, на которой погибло 3 пациента и 1 пациент получил травму. По всем пожарам Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела, ведутся следствия, устанавливаются причины пожаров, материальный ущерб, условия, способствующие возникновению и распространению пожара. Следует отметить, что объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей в соответствии с критериями тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объектах защиты обязательных требований относится к категории чрезвычайно высокого и высокого риска, и любое происшествие, связанное с возникновением пожара, несет прямую угрозу жизни и здоровью людей с наступлением тяжких последствий. Ну и примерно тому служит пожары, происшедшие на территории Российской Федерации за последние годы с массовой гибелью людей. В целом, на территории Республики Татарстан органами государственного пожарного надзора на учет взято 296 объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 71 объект социального защиты населения, 155 объектов здравоохранения и 70 образования. В 2019 году проведено более 300 мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на объекты данной категории. Несмотря на проводимый комплекс мероприятий, анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ряд объектов не отвечает нормативным требованиям и не обеспечивает требуемый уровень безопасности пребывающих в них людей. Так, в ходе проведенных мероприятий выявлено более 1300 нарушений требований пожарной безопасности. Мониторинг состояния объектов указанной категории показывает, что 119 объектов эксплуатируются с нарушениями требований безопасности пожарной, причем большую часть из них составляет объекты здравоохранения, 94 объекта или 79% от общего количества объектов данной категории. Большую роль в защите объектов играет современная система пожарной автоматики. Речь идет об оборудовании объектов автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожаре, системами дымоудаления. В совокупности данной системы значительно повышает противопожарную защиту объектов, позволяет своевременно обнаружить и оповестить обслуживающий персонал и пациентов о пожаре, создать безопасные условия для эвакуации и тушения пожара. На сегодняшний день в 7 объектах частично не оборудована система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Это 5 больниц в городе Казани и 2 больницы в городе Альметьевске. Более того, на отдельных объектах, имеющих систему пожарной автоматики, не обслуживаются специализированными организациями, что постоянно приводит к выводу их из строя. Данная проблема актуальна для 25 объектов, в том числе 21 объект здравоохранения, 1 объект социальной защиты населения и 3 объекта образования. Кроме того, данное нарушение приводит к систематическим ложным сработкам, выезду пожарных подразделений, затрат материальных и людских ресурсов. Только за первый квартал по объектам здравоохранения мы имеем более 25 ложных выездов или ложных сработок автоматической противопожарной защиты. Отдельно хочу отметить объекты, на которых тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормативным требованиям. Данные нарушения имеются в 18 зданиях, 7 муниципальных образованиях республики, из них 6 город Казань, 5 Нижнекамск, 3 Сармановском, по 1 Буинском, Гаишском, Аксубайском и Альметьевском муниципальных районах. Уважаемые коллеги, не могу остановиться на вопросе реализации требований статьи 83 Федерального закона 123 технический регламент о требованиях пожарной безопасности в части внедрения и оборудования системы автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта. Данная система создает наиболее эффективные условия для своевременного выявления пожара, исключает человеческих факторов в принятии решения о передаче сигналов о пожаре и в конечном итоге уменьшает время реагирования пожарных подразделений. Вместе с тем, на сегодняшний день остаются неподключенными 14 больниц в 11 муниципальных образованиях. При этом лишь 67 учреждений здравоохранения данной системы обслуживаются специализированными организациями. То есть на сегодняшний день более 55% всех объектов здравоохранения, которые имеют систему передачи сигнала о пожаре непосредственно в пожарную часть, данные системы не обслуживаются, и в любой момент
могут не выполнить свою функцию. До настоящего времени на 7 объектах здравоохранения и одном объекте социальной защиты электрооборудование эксплуатируется с нарушением требований пожарной безопасности. Это учреждения Атнинского, Буинского, Аксубайского, Альметьевского, Сармановского, Камско-Ютинского, Арского и Нижнекамского муниципальных районов. При этом, как уже отмечалось ранее, у нас по причинам неисправности системы электрооборудования происходит более 53 всех пожаров. Еще одним из важнейших условий безопасной эвакуации людей из здания является соблюдение проектных решений, содержание эвакуационных путей и выходов в надлежащем состоянии. Однако, как проводят проверки, ряд объектов имеет серьезные нарушения. Так, из 28 объектов на путях эвакуации применяется горючая отделка, 11 объектов города Казани, 4 в Чистопольском, Нижнекамском, по одному объекту в 10 муниципальных районах, все они указаны на слайде. До 8 объектов ширина эвакуационных путей и высота эвакуационных путей и выходов не соответствует нормативным требованиям. Нижнекамск, Чистовль, Буинск, Менделеев, Камско-Устинский район, а также город Казань. Открывание дверей не по ходу эвакуации, 12 объектов, все указаны на слайде. На 27 объектах двери лестничных клеток и поэтажных коридоров не оборудованы устройством самозакрывания, что позволит в случае пожара дыма беспрепятственно проникнуть на вышестоящие этажи. Двери эвакуационных выходов не открываются свободно изнутри без ключа на 16 объектов. То есть в случае пожара люди, находящиеся в больнице, будут просто закрыты и не смогут беспрепятственно покинуть здание и сооружение. Неудовлетворительное состояние путей эвакуации установлено также на 5 объектах социальной защиты. Это Альметьевск, 2 объекта, 1 Менделеевск, Буинск, Алексеевский район, а также 5 объектов образования, 2 город Казань, Высокогорский, Зеленодольский, Нижнекамский район. Имеются также нерешенные вопросы с обеспечением объектов наружного противопожарного водоснабжения. Так, из-за неисправности противопожарного водоснабжения у нас имеет место быть Аксубайский, Жалильский, Камско-Устинский ЦРБ, а также 3 объекта образования, расположенные в городе Казани, Лениногорском и Марском районе. Неисправность внутреннего противопожарного водоснабжения также указано на слайде. Также Камско-Устинское ЦРБ не обеспечено в полном мере нормативным количеством первичных средств пожаротушения, то есть огнетушителем, одна единственная ЦРБ районная. На 16 объектах обслуживающий персонал не обеспечен нормативным количеством средств индивидуальной защиты органов дыхания, менее 1 СИЗОТ на каждого дежурного. Это 3 больницы Зеленодольского района, 2 в Высокогорском, по 1 Алькеевском, Марском, Бутасинском, Верхнеуслонском, Камско-Устинском, Кукмурском, Лаишском, Аксубайском, Альметьевском, Менделеевском, Спасском, Камско-Устинском районе, а также в городе Казани. На 31 объекте не проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений. Безусловно, решение вышеперечисленных вопросов требует значительных финансовых затрат. Однако, в ходе проведения мероприятий по надзору выявляются также нарушения режимного характера, такие как загромождение путей эвакуации, подъездов и проездов к зданию, несоблюдение режима курения, ограничение доступа к первичным средствам пожаротушения, источникам наружной. Безусловно, выполнение всех требований пожарной безопасности сводит к минимуму вероятность возникновения пожара и наступления тяжких последствий от них, но, к сожалению, не позволяет со стопроцентной уверенностью исключить возможность возникновения пожара, так как
Присутствует человеческий фактор, как мы понимаем, курение, неосторожное обращение с огнем. Последствия при наступлении чрезвычайных ситуаций является обученность и слаженные действия обслуживающего персонала. На начальном стадии обнаружения пожара своевременное сообщение, организация эвакуации, встреча подразделений пожарной охраны, создание условий для успешного тушения или ликвидации пожара. Учитывая это, должностными лицами органов государственного пожарного надзора в ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности оказывается практическая помощь в разработке пожарно-профилактических мероприятий, обучение населения, обучение персонала мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Однако до настоящего времени обслуживающий персонал Верхнеуслоновский ЦРБ не обучен пожарно-техническому минимуму. Более того, в 5 объектах персонал не знает своих действий в случае возникновения пожара. Алексеевская, Рыбно-Слободская ЦРБ, городская больница номер 11, городская клиническая больница 12, детская городская клиническая больница номер 7 города Казани. Уважаемые коллеги, в связи с вышеперечисленным считаю необходимо: первое, принять безотлагательные меры по устранению имеющих нарушений требований пожарной безопасности в первоочередном порядке по приведению в исправное состояние автоматических систем противопожарной защиты, обеспечить их своевременное техническое обслуживание специализированными организациями, провести мониторинг исправности системы автоматической противопожарной защиты с составлением соответствующих актов исправности систем и в установленном порядке до 10 июля направить в территориальный орган государственного пожарного надзора акты проверки работоспособности систем АППЗ. Обеспечить непрерывное пребывание обслуживающего персонала в помещениях, где размещены контрольно-приемные приборы автоматической противопожарной защиты. Провести ревизию исправности электрооборудования, состояние источников наружного и внутреннего противопожарного снабжения, первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и выходов, состояние огнезащитной обработки строительных конструкций. Провести дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности и отработку практических действий в случае возникновения пожара и эвакуацию не реже 1 раза в квартал с актуализацией планов эвакуации. Активизировать работу по обучению руководителей должностных лиц по программе пожарно-технического минимума, усилить контроль за соблюдением противопожарного режима в подведомственных учреждениях, это использование открытого огня, курение, использование технических электробытовых приборов. Создать в каждом учреждении добровольную пожарную охрану из числа работающего персонала, обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания, регулярно рассматривать состояние пожарной безопасности в подведомственных учреждениях на соответствующих коллегиях и совещаниях. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Валентинович. Информацию о состоянии пожарной безопасности лечебных медицинских учреждений наведет Ильдар Азимович Фатихов, замминистра здравоохранения. Пожалуйста. Уважаемый Рустам Камильевич, Рафис Завдатович, уважаемые участники совещания, на балансе медицинских учреждений Министерства здравоохранения находится 1796 объектов, в том числе 235 с круглосуточным пребыванием людей. Соблюдение пожарного законодательства в настоящее время является приоритетным в системе обеспечения безопасных условий труда работников и безопасного пребывания в медицинских учреждениях пациентов. Основное внимание в работе по укреплению пожарной безопасности уделяется оборудованию объектов здравоохранения новыми системами пожарной безопасности, техническому обслуживанию имеющихся систем, ремонту электрохозяйства, обучению персонала по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Работа по обеспечению пожарной безопасности в медицинских организациях проводится в соответствии с требованиями пожарного законодательства. За период с 2017 по 2019 годы на эти цели направлено более 640 миллионов рублей с учетом затрат при реализации программ капитального ремонта медицинских учреждений.
За прошедший год выполнены следующие мероприятия по повышению пожарной устойчивости объектов здравоохранения. На 142 объектах произведен ремонт электрических сетей, на 104 объектах смонтированы автоматические системы пожарной сигнализации, 44 системы отремонтированы, подключены 54 объекта в системе ПАК «Стрелец-мониторинг». Проводится разъяснительная работа, плановое обучение персонала медицинских организаций. Во всех медицинских организациях 2 раза в год проводятся тренировки по действиям персонала по эвакуации людей в случае пожара. Но, несмотря на проводимую работу, имеются определенные вопросы. Органами надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан регулярно проводятся проверки медицинских организаций. По результатам выданных предписаний медицинские организации республики составляют планы мероприятий по устранению выявленных нарушений. Минздравом ведется ежеквартальный мониторинг за выполнением противопожарных мероприятий, заслушиванием руководителей медицинских организаций о ходе устранения выявленных нарушений. В соответствии с планом основных мероприятий республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2020 год были организованы проверки водоисточников в рамках пожарно-профилактической операции «Водоисточник». Ежегодно Минздравом совместно с надзорными органами Главного управления проводятся ночные профилактические проверки медицинских организаций. Приказом Минздрава Республики Татарстан от 13 мая по факту пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге были усилены меры по предупреждению пожаров при эксплуатации медицинской аппаратуры. В медицинских организациях осуществляется постоянный контроль должностными лицами за эксплуатацией медицинских аппаратов, особенно аппаратов искусственной вентиляции легких. Организованы профилактические осмотры технического состояния системы электроснабжения. Категорически запрещено использование переходников, удлинителей. Проведены внеплановые инструктажи по мерам пожарной безопасности с отметкой в журналах учета инструктажей по пожарной безопасности. Внеплановые инструктажи завершены практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения, а также умению пользоваться системами противопожарной защиты. В связи с произошедшим пожаром в Зеленодольской ЦРБ с целью повышения уровня противопожарной безопасности медицинских организаций также издан приказ от 27 мая о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. С руководством больницы запрошены объяснительные, проведена разъяснительная работа, но оценка действий должностных лиц больницы будет дана после установления причин пожара и завершения всех следственных мероприятий. Руководителям территориальных органов Министерства здравоохранения Республики, руководителям учреждений здравоохранения в срок до 1 июня даны следующие первоочередные поручения. Это повысить ответственность руководителей структурных подразделений за соблюдением требований пожарной безопасности в отделениях, лабораториях, кабинетах, обратив особое внимание на отделение анестезиологии и реанимации. Каждый объект закреплен за руководителями структурных подразделений. Организовать ежедневный контроль за выполнением установленного противопожарного режима и исключить случаи возгорания и пожаров. Категорически запретить курение в медицинских организациях. Нарушителей привлекать к административной ответственности в соответствии с законодательством. Уточнить планы эвакуации больных и персонала на случай пожара и провести практические занятия по его выполнению. Организовать дополнительное проведение обучения дежурного персонала. Обратить особое внимание на знание всех требований норм пожарной безопасности. С целью выполнения требований пожарного законодательства в внеочередном ВКС запланировано внеплановое заслушивание руководителей медицинских организаций, которые не в полном объеме выполнили предписания надзорных органов Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Также принята программа капитального ремонта стационаров, которые вот все эти нарушения также планируется выполнить в рамках этой программы. Доклад окончен. Спасибо. Присаживаюсь. Слово для доклада состояния пожарной безопасности объектов социальной защиты предоставляется министру труда, занятости и социальной защиты Эльмира Амировна Зарипова. Пожалуйста. Уважаемый Рустам Камильевич, уважаемый Рафиз Завдатович, уважаемые коллеги. Сегодня система социального обслуживания представлена 117 учреждениями, в том числе 72 стационарных учреждения, 13 с круглосуточным обслуживанием в рамках курсовых заездов и 7 социально-реабилитационных отделений с возможностью круглосуточного проживания клиентов. В период карантина круглосуточно функционирует 41 стационарное учреждение, где проживает 4776 человек, в том числе 26 домов-интернатов на 1936 человек, 6 психоневрологических интернатов на 2407, 7 социальных приютов на 188 детей и 2 детских дома-интерната для детей с умственной отсталостью на 245 человек. Их обслуживает персонал
в количестве 857 человек. Свою работу по обеспечению пожаробезопасности в учреждениях министерство реализует по 3 направлениям. Первое – это создание безопасных условий нахождения и проживания граждан в подведомственных учреждениях. Второе – контроль выполнения подведомственными учреждениями требований пожарной безопасности. И третье – это проведение профилактических мероприятий. Все учреждения отрасли с возможностью круглосуточного пребывания людей оснащены системами внутренней автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения. Во всех учреждениях установлены пожарно-автоматические комплексы и системы наблюдения. Также все обеспечены нормативным количеством средств пожаротушения, огнетушителями, пожарными щитами. Система внутреннего и наружного пожарного водоснабжения находится в исправном состоянии. Всего в 2019 году на противопожарные мероприятия по отрасли было выделено более 20 миллионов рублей, в том числе порядка 2,5 – это по сводной смете, и вся остальная сумма, около 20 миллионов – это по отдельным решениям президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Ремонт системы АПС, установить дополнительные либо обслуживать действующие пожарно-автоматические комплексы, обновить индивидуальные средства защиты органов дыхания и провести обучение должностных лиц учреждений пожарно-техническому минимуму. В этом году на выделение противопожарных мероприятий будет направлено более 8 миллионов в подведомственные учреждения. Также планируется проведение данных мероприятий в рамках программы капитального ремонта учреждений отрасли. После пожара в Зеленодольской центральной районной больнице распоряжением министерства в целях обеспечения безопасности подведомственной сети были приняты дополнительные организационные мероприятия по предупреждению данных случаев. Во-первых, усиленные меры по поддержанию внутренней дисциплины, курение только в специально установленных местах, исключение употребления спиртных напитков, самовольного ухода из учреждений. Также приняты меры с тем, чтобы в кратчайшие сроки по выполнению противопожарных мероприятий, предлагаемых предписаниями органов Господжнадзора, в части исполнения их в полном объеме. У нас были замечания по 2 учреждениям. По одному учреждению в части неисправности АПС объявлен аукцион. Через 3 недели будет вопрос решен. И по второму учреждению также выделено 290 тысяч на решение данных вопросов. Помимо этого, проверена обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания, проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, обеспечено соблюдение сотрудниками, подопечными правил эксплуатации действующих электроустановок, оборудования, электроприборов, проводки. Обеспечено работоспособное состояние противопожарных систем, первичных средств пожаротушения, системы оповещения, средств связи. Ежедневно осуществляется контроль за наличием воды в системе наружного, внутреннего водоснабжения, пожарных водоемах и емкостях. Также были проведены внеплановые тренировки с персоналом учреждений при эвакуации. И в еженедельном режиме мы в режиме ВКС заслушиваем по 2-3 учреждения о проводимых мероприятиях по усилению противопожарного режима. Комплексной комиссией министерства проводятся плановые проверки учреждений. При проверках основное внимание уделяется организации пожарной безопасности. По результатам составляется акт и, соответственно, план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Работники социальных учреждений, которые обслуживают пожилых на дому, проводят постоянную профилактическую разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и действиям при пожаре, а также противопожарный инструктаж с записью соответствующей в журнале. Одновременно я хотела бы обратить, что в целом сегодня в республике у нас есть проживает 36 870 многодетных семей и 1265 семей, которые находятся в социальном опасном положении, где родители злоупотребляют, в должной мере не соблюдают обязанности по воспитанию детей. И вот в 19 муниципальных районах республики есть семьи с задолженностью за энергоресурсы. 497 семей имеют задолженность за отопление, 361 семья за электроснабжение. По состоянию на 21 мая 317 семей заключили соглашение по реструктуризации задолженности за отопление, это 63%, а по электроснабжению тоже 63%, 229 семей. При этом наименьший процент семей, которые заключили соглашение на реструктуризацию задолженности за энергоресурсы, наблюдается в Казани 39%, в Аксубаевском, Алексеевском, Бавлинском, Кукмарском, Сабинском, Спасских районах данный показатель вообще равен нулю. Но я напоминаю просто то, что сегодня вопрос неоплаты может привести к отключению от соответствующих источников
ресурсоснабжения. И в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности семей с детьми просим убедительно органы местного самоуправления составить графики посещений данных семей, которые входят в группу риска, и также одиноких престарелых граждан и инвалидов с участием не только органов социальной защиты и органов государственной противопожарной службы. Мы сегодня с коллегами эту работу на системной основе ведем, но также с участием органов местного самоуправления, работников электросетей, газовых служб, полиции с целью обеспечения контроля за условиями проживания и соблюдением требований пожарной безопасности в жилом секторе. Доклад окончен. Спасибо, Эльмира Аминовна. Присаживайтесь. Значит, заслушаем Зеленодольский муниципальный район. Зеленодольск на связь, пожалуйста. Михаил Павлович Афанасьев, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Рустам Камильевич, уважаемые участники заседания. 22 мая 2020 года в сосудистом отделении хирургического корпуса номер 2 Центральной районной больницы города Зеленодольск произошел пожар. Первое сообщение о пожаре поступило в 22 часа 12 минут на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Татарстан номер 8. В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС было задействовано 9 отделений с общей численностью 49 человек. Был организован оперативный штаб тушения пожара во главе с министром здравоохранения Маратом Садыковым и мной. Горение происходило с южной стороны здания на первом этаже. В результате пожара огнем повреждена палата номер 6 на площади 18 квадратных метров. Мебель, ошибка стен, потолок, пол. Здание выгорело, палата выгорела полностью. От высокой температуры пострадала обшивка стен, потолок и так далее. В ходе оперативных действий в 22 часа 31 минут открытое горение было ликвидировано. В 23 часа 43 минуты ликвидированы полностью последствия пожара. В ходе пожара погибло 2 человека. Хайрдинов Минярашид Камардинович и Широков Владимир Федорович. Один из Нижневизовых, другой из Кайбец. 3 человека пострадало. Корнилов Николай Валентинович, Солдатов Константин Петрович и Бочков Владимир Михайлович. Спустя 3 часа после ликвидации горения в реанимационном отделении скончался один из пострадавших, Корнилов Николай Валентинович, прописанный в городе Казань. Всего спасено 66 человек, из них 43 человека были спасены работниками ЦРБ, 13 человек сотрудниками пожарной службы. После эвакуации пациенты были размещены в 6-этажном терапевтическом корпусе, в палатах на 2-м, 3-м, 5-м этажах, а эвакуированные из сосудистого центра в палатах интенсивной терапии на 4-м, 5-м этажах терапевтического корпуса. На сегодняшний день медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме. Паники среди пациентов нет, все службы работают согласно регламенту. С родственниками умерших и пострадавших состоялись беседы. Им будет оказана помощь со стороны муниципалитета и погибшим, и пострадавшим. Возбуждено уголовное дело. Причины пожара, материальный ущерб устанавливаются. Общая площадь здания, где будет требоваться ремонт для того, чтобы восстановить полноценную работу сосудистого центра, составляет 2600 квадратных метров. Я хочу отметить оперативное прибытие и четкую слаженную работу всех оперативных служб. И все, что можно было сделать в тех условиях, Рустам Камильевич, было сделано. К сожалению, жертв избежать не удалось. Ведется следствие, и более детальная информация будет позже. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Михаил Павлович. Ризадович. Добрый день, уважаемый Рустам Камильевич, добрый день, уважаемые коллеги. Хочу остановиться на 2 моментах. Первое. Мы оценку, правильно сказал Михаил Павлович, оценку давать не будем действий персонала. Следственный орган дадут оценку действий персонала, но по нашим данным, все же обслуживающие организации по
обслуживающей организации, которая обслуживала автоматизм пожарной сигнализации, я так понимаю, значит, не было. Поэтому и происходило то, что происходило. Частые сработки и так далее, и так далее. Это касается не только Зеленодольска, это касается всех. Я прошу всех руководителей еще раз обратить внимание на работу автоматизма пожарной сигнализации и эвакуацию людей. Это очень важно. Вот если бы вовремя получили сообщение, скорее всего, возникновение очага пожара было пораньше, если бы сработало вовремя передача информации пришла к нам, то, я думаю, могло быть и без жертв. Это первое. Второе. Тоже касается нашей совместной работы. Сегодня мы продолжаем работу по установке автономных пожарных извещателей по всей республике. Мы предполагаем, что в этом году, хотя тяжело идет работа, особенно по городу Казани и по городу Набережные Челны, но до 1 июля у нас все муниципальные районы обещают завершить работу. Вот буквально свежий пример. Эту ночью, в 3 часа ночи, в Пестричинском районе, 301, пожар, деревня Калкомерка, 301 пожар, семья, 6 человек, в том числе 3 детей. Два извещателя автономных сработало, проснулись. Конечно же, спасти жилье не удалось, потому что там от расстояния от пожарной части до этой деревни 26 километров, по-моему. Пока доехали, первые подразделения, когда прибыли, уже дом горел под крышей. Но сам факт, что 6 человек спаслись, семья и 3 детей спаслись, это уже говорит о том, что мы на правильном пути. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу руководителей исполнительных комитетов, глав администрации взять эту работу на особый контроль. И мы эту работу по республике мы должны установить около 85 тысяч, последний по 85 тысяч датчиков, где-то около 21 тысячи домовладения. Попрошу эту работу еще раз провести заслушивание у себя в районах. Спасибо большое, я завершил. Спасибо, Рафиз Завдатович. Коллеги, действительно, работа республики в этих направлениях у нас ведется. Министр выступал, замминистра выступал, и больших случаев с гибелью многих людей не допущено за большой достаточно период. Что я хочу сказать? Любой пожар серьезный на объектах, будь то здравоохранения, социальной защиты, с пребыванием людей, с ночным пребыванием людей, это в первую очередь отсутствие дисциплины, а дисциплина достигается постоянным неусыпным контролем ответственных лиц. Наша задача и задача и профильных министерств, и руководителей учреждений на местах, на эти должности назначать ответственных людей, которые беспокойны, чтобы они и сами беспокоились, и всех остальных тормошили и требовали неукоснительного соблюдения правил безопасности. Потому что отсутствие контроля ведет к халатности, халатность ведет к трагедиям, к жертвам, преступлениям. Соответственно, то же самое касается проверки исправности оборудования, заключения необходимых договоров на содержание и прочее, прочее, прочее. То есть две, беды российские, авось да не бойся, когда-то пронесет, никогда раньше не случалось, но в данном случае не работают. Результаты – это трагедия, гибель людей и, соответственно, ничего хорошего в целом это не несет. Я, коллеги, выражаю уверенность, что сегодняшнее заседание в пустую формальность не превратится, и наша задача – это не дожидаться решений, что называется, соответствующих органов за окончание уголовных дел или приговоров суда, а в рамках профилактики, чтобы люди не пострадали, которые явились жертвами пожара, люди не пострадали, которые являются ответственными за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах, а постоянно контролируя, причем со всей принципиальностью,
не приводить к тому, чтобы подобные случаи происходили. Поэтому я требую от руководителей муниципальных образований, организаций, лиц, ответственных за пожарную безопасность, принять исчерпывающие меры по выполнению требований законодательных, нормативных, правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан в вопросах соблюдения мер пожарной безопасности. Главное в этой работе – это безопасность людей в первую очередь. Коллеги, есть ли какие-нибудь замечания, предложения по ходу ведения заседания? На этом повестка дня исчерпана. Да, пожалуйста. Вопросов не поступало. Спасибо. На этом повестка дня исчерпана. Если нет предложения, секретариату необходимо отработать решение, представить его на утверждение и разослать всем участникам заседания. Благодарю всех за работу. До свидания.